Традиционно профессиональный праздник медицинского работника отмечают в третье воскресенье июня. Мероприятие, состоявшееся в республиканской больнице Сухума, приурочено именно к этой торжественной дате – Дню медицинского работника. Награды медикам торжественно вручил министр здравоохранения Эдуард Будба. Огромное спасибо за ваш труд. Это тот период времени, когда вы находились в красных зонах наших стационаров ковидных, когда они находились с семьей. Долгое время разлуки, когда все силы были отданы для того, чтобы спасти жизни наших граждан, наших гостей, всех тех людей, которые попадали в стационары по ковиду. 2 года назад Абхазия, как и весь мир, столкнулась со страшной болезнью, тяжкая борьба с которой легла на плечи медицинского сообщества. Каждый день врачи и медперсонал, не жалея себя и не зная усталости, противостояли невидимому врагу на поле битвы, ведущейся за жизнью людей. Сложно переоценить невообразимый вклад абхазских медиков в спасение граждан и гостей республики. Пожалуй, невозможно даже подобрать слова благодарности, достаточно емкие и красноречивые, дабы выразить всю значимость их подвига. Хотелось бы выразить вам всем, дорогие друзья, глубокое признание и благодарность, потому что мы с вами пережили 2 непростых года. Мы знаем, как это все было, как было сложно, как было оставлять семьи, как было тяжело работать, как было тяжело встречать эту болезнь, когда не знаешь ее. И все мы это не смогли бы сделать без такой дружной и общей командой. За каждой спасенной жизнью в период пандемии скрывается неоценимый труд, самоотверженность и жертвенность медиков. Пандемия изменила жизни каждого из нас, но особенно наших врачей. Кутели Оксана, посвятившая 20 лет профессии медработника, последние 2 года работала с ПЦР-тестами в лаборатории республиканской больницы. Говоря о тяжелом времени каждодневной войны с вирусом, она честно признается: было страшно и тяжело, но медики боролись, не покладая рук, на благо людей. Боролись, старались выполнять все свои обязанности, как могли. Не только я, и все остальные, все, кто как мог. Все помогали, никто себя не жалел. Было такое, что в день я могла брать анализы почти в количестве до 80 человек. Это было очень сложно, это было очень трудно. На торжественном награждении было вручено около 200 медалей и благодарственных писем от президента республики Аслана Бжаня. Среди награжденных – акушер-гинеколог Сухумского роддома Виктория Воробьева. В период пандемии Виктория участвовала в работе Гудаутского ковидного центра. Вспоминая дни, проведенные в госпитале, она рассказывает, что работать в красной зоне – это словно оказаться в новой реальности, в которой приходилось быстро и профессионально реагировать на вызовы времени. Люди нуждались и не только в специфическом терапевтическом лечении от новой коронавирусной инфекции, но и в уходе, в поддержке, в высказывании многих теплых слов для того, чтобы они собрались силами, помогали себе прежде всего и врачам в борьбе с этой инфекцией. Мы прошли особую войну. Войну с неизвестным агентом, с невидимым врагом. Но уже сегодня, когда ты получаешь грамоты, благодарности, медали, ты понимаешь, что ты делал свою работу. А наша работа как врачей – заботиться о жизни своих пациентов. Коронавирусная инфекция стала тяжелым испытанием и вызовом для всего человечества. Минувшие 2 года пандемии показали нам – супергерои ближе, чем казалось. Именно эти люди, медсестры и врачи, сотрудники больниц и водители скорых заслуживают звания героев нашего времени. Хоть сами они свой подвиг лишь скромно называют работой. Рада Чачава, Тимур Гугохи, Абхазское телевидение.